Ну вот мы в нашем уютном домике, и теперь мы приступаем к переработке нашей сегодняшней добытой дичи и пойманной рыбы. Вот у нас мы добыли сегодня 2 рябцов, самец, самочка. Сейчас мы это будем ощипывать. Перья будем собирать, потому что буквально только что поступил звонок от Ирины Барановой из Питера. Попросила Гена, говорит, собери уточек перья и отправь мне на мушки. Вот. Перья утиные я, конечно, посмотрю дома, а теперь вот эти перья я тоже соберу у рябчика, может для мушки и пригодится. Так что, Ирина, привет тебе большой. Мы вот так вот и рыбачим, охотимся, живем. Сегодня у нас будет шулюм с рябчиков на ужин. Сделаем малосолочку. Ты вот этих маленьких щук почисти и хорюска. Сразу подсолим, потом приступаем к остальной переработке рыбы. И в процессе переработки я, в принципе, я так думаю, все знаете, как ощипывать рябца. Ощипаем. На газовой плитке будем полить. Ну и в котелке потом сварим шулюмчик. Все это соберем в пакет. Тут ничего такого сверхъестественного. Давай, не сиди, дай, начинай рыбу чистить. Да нет, так это хорошо, так с двух сторон зрители сидят, смотрят. Да. Мы учимся как рябчика ощипывать, да, Валер? Правильно, золотые слова. Валера сказал, что первый раз видит Я такое... первый раз такие аппараты вижу. Аппараты, да. Это аппарат называется видеокамера. Потом вот это они камеры снимают, потом мы это все с Пашей переработаем, и получается полноценный кинофильм. Можно смотреть в любое время года на канале Конный Рыбак и на канале Мужская рыбалка. Рыбалка по-мужски, да. Ну, вы уже меня извините, глухомань и глухомань. Правильно? Не обижайтесь, ребят. Шкура рябчика, то есть кожа, ну, получается очень нежная. И щипать прямо надо по одному перышку. Если, Да. ну, чтобы сохранить шкуру. Некоторые просто убирают шкуру полностью. Если это Да, но я не люблю. Я люблю, когда да, со шкуркой, потому что шкурка, она очень вкусная. вкусная, да. И вот, получается, если у утки шкура плотная, и можно спокойно все это дело по-быстрому ощипать, то у рябца это, конечно, подольше. Ну, как-то вот так вот, друзья, сейчас потихонечку я щипаю. И пока включимся, когда будет следующий этап. Будем опаливать дичь на газовой плите. Итак, значит что? Мы чуть-чуть почистили щуки, три маленькие самые, да, и харюза. Ну, решили в пакете, потому что не влазит у нас ни в какую тару, или 2 тары делать, или в одной. Сейчас засыпали солью, сделаем малосолку. Сколько соли ты там положил примерно? Соли где-то положил, наверное, 1,5 столовых ложки. Сейчас вот так, да, снега нету, конечно, жалко. Было бы намного вкуснее, нам сейчас замерзло бы прям сразу. Ну, вот так вот малосолку можно сейчас 5-минуточку сделаем. Ой, был бы контейнер побольше, можно было. Можно было, да, трясучку там, или как, кто как говорит по-разному. Ну, контейнер занят под... Но итог один и тот же, все равно в итоге получается малосолка. Только она сейчас будет нежная, а со снегом будет чуть-чуть другая. Ну и сейчас пока чистим рыбу, эта рыба уже просолится и уже будет готова к столу. Вкусному к столу. Сегодня будет у нас шулюм на первое, малосолка на второе, рыбацкий напиток на третье. Нет, все наоборот. Рыбацкий напиток на первое, а шулюм на второе, а это на десерт рыбка. Порезали сразу кусками, чтобы быстрее она дошла, чтобы не ждать ее. И что бы ни говорили там, а почему вы там рыбу не покупаете в супермаркетах, что у вас там денег нет, все же продается, все же. Друзья, если вы, кто пишет вот такую ерунду, ересь вот эту, я вам скажу одно. Кто не пробовал вот это, свежая пойманная дичь, и сразу шулемчик такой, бульончик там сварить, переготовить там. Малосолка из только что свежепойманной рыбы. Ну, это вкусно, это полезно, это ароматно, это просто обалденно. И какие
супермаркета там вообще, я не знаю. В магазине рыба совершенно не та, она 10 раз уже перемороженная, и все свои вкусовые качества она уже давно потеряла. Это все не то, конечно. Вот такая вот мне сегодня щука на спиннинг попалась. На твистер, Красный. на красный, да. Ну, Который- где-то, ну, не знаю, ну, до килограмма, наверное, точно. Ромка, это твой твистер, который мне Рома с Игорем подарили, вот красный твистер. Вот, Так да. что привет, Рома. Роман Шахтаров. Нету весов, конечно, очень жаль, взвесили бы. Я так думаю, по 700 грамм. Да нет, она, Больше. наверное, килограмм. Килограмм. Килограмм у нее есть. Ну, она 970 грамм. Ну, 970, ладно, я соглашусь еще. Ну тогда мой рабец 400 грамм точно весит. Может быть. И вот такой язек у нас попался в сетку сегодня. Один единственный Где весь остальной есть, непонятно. гуляет. Продолжаем чистить. Ну, когда уже все закончим, я продолжу уже. Валера, выключай. Сейчас научишься. Валера это коренной житель этой деревни. Последний из магикан, да, Валер? Сколько раньше в деревне было людей? Человек 100-то было, нет? Было. Около 100. Была начальная школа раньше здесь, да? Больница, магазин еще было. Больница, магазины. В каком году начала деревня? Когда совхоз закрыли, да? Когда закон закрыли, Отделение. все развалилось. Все развалилось. Отделение совхоза закрыли. Да. Сколько коров тут держали в отделении совхоза? В каждой семье была корова. Не, в семье-то ладно, а в отделении совхоза ведь тоже коров держали? Да, телятник был. Телятник и коровник был, да, получается? Да, да. Сколько коров? 100 коров было, нет? Было даже больше, наверное. Больше 100 коров и столько же телят, да, получается? Да. Свои луга вот здесь совхозные были, заготавливали, у каждого была своя работа. А сейчас зеленый лес. Все выросло, да. Луга заросли лесом, потому что нет хозяина на этой земле, правда я говорю? Нет хозяина, да. Был бы хозяин, все процветало, были бы рабочие места, а так народ живет только тем, кто что поймает в лесу. Кто на речке, кормит лес и речка, правильно, Валерий, я говорю? Да. Речка кормит очень многих людей. Без речки и без леса мы бы уже давно протянули ноги. Да. Спасибо. Почту возят с Тимирсбора. Мужбор сколько? Километров 8 отсюда, да, получается, поселок? По Зимнику 9, По реке ближе. по реке ближе, а скоро Петера станет. И потом будут по реке возить, да? Да. На буранах. На Может на снегоходах. буранах, у кого есть буран. А может и пешком. Нет советской. Магазина нету, где продукты сейчас берете? В Тимушборе, да, в Покче, То да? в Тимирсборе, то в Похте. Раньше, Тяжело. раньше свой магазин здесь был, Да. получается. Да. Начальная школа, библиотека. Все было, а только дорога... А, дорога только зимник был, да? Или целый круглый год дорога была? Через Русаново была, да, дорога? А, через... На Митрофанове тоже дорога была, наверное, нет? Была, да. Связь с миром как бы была. Газеты всегда свежие были. Почта работала. Почту возили. Но света не было, да? Или свет был? Все это было. Только До 11. до 11 с утра в 6 включали. И до 11 дня. 9 выключали. А, с 6 до 9 утром. И вечером с 5 вечера до 11 Да. вечера было. И совхоз был. И люди довольны были. Ох, свекровь. И... Да и собаки. Куда ее эту? А вдруг сейчас там у всех еще икра будет. Ну, крылья, конечно, будет. Окуни Кристи сейчас. Ну, наверное, как ежик круглый год и кристи. Я окуневую икру не очень. Ты ешь окуневую икру? Ну, когда ее много, что можно пожарить ее. Ну, тут, ну, и пару тарелок-то соберешь с наших окуней сегодняшних. У нас тары нет. Да, собаки. Собирай, вон там еще есть. Тоже. Что, подать? В контейнере еще один подай. Давай тогда. Чё? Ну, конечно. Сейчас засолим ее тоже. Так, как-то вот так. Ладно, пока выключай.
Выключаемся. Итак, друзья, у нас рябчики ощипаны. И у нас идет следующий этап приготовления наших рябцов. Это сейчас будем мы полить. Пух, так называемый. Обычно я это делаю горелкой, но сейчас горелки нету. С собой не взяли. Мы это сделаем на газовой плите. Просто запах паленых перьев, запах паленого пуха придает своеобразный привкус дичи. Ну, вкусняшка получается. Когда утка, это вообще получается шкурка такая темная. И мне нравится вот запах вот этих паленых перьев. Кто занимался этим делом, отлично знает. Ну и давай попку еще опалим. Попочку. Все. Один ребец готов. Видите, шкурка полностью чистая, без единой дырочки. Попал чисто в голову только, это который второй. Но первый тут, конечно, немножко пострадал. Как в тире побывал. Да, решето. Ну, главное, грудь чистая. Значит, филейная часть будет в отличном состоянии. Ах ты, блин, как оно. Или место кончилось уже. Валера, сосед наш, по дому пошел к себе домой посмотреть печку закрыть. Сказал, что еще придет. Мне, говорит, скучно одному. Так что сегодня нашим компаньоном будет еще и Валера. Сейчас приготовим покушать, сядем за стол. Ну, вместе веселее. Не каждый раз сюда приезжают к нему в гости. Так что ничего страшного, если местные коренные жители приходят в гости. Все. Готово. Следующий этап будет: вытащим кишки. Здесь вот зоб у рябцов. Уберем зоб, почистим желудок. И все. Закинем кастрюльку. Но это мы сейчас все вам покажем. Итак, у нас, друзья, очередной этап. Вот, как видите, тушки все чисто помыто. Вот такие чистенькие тушки. Промыл я также желудочки. Вон, желудочки почистил. Снутри камушки убрал. Они в пленочке такой. Делал надрез. Вон. Самое вкусное в дичи — это желудок. Он просто обалденный. Желудочки, печенку, все приготовил здесь. Сейчас заливаю это все ключевой водой. Ой. Водичка у нас с кристально чистой реки Кодоч. Привезли 10 литров, я напиться не могу, все пью и пью, потому что это вкусняшка. Это речка или ручей? Река. Там рыба есть. Не, ну в ручьях тоже рыба есть. Не, речка Кодоч. Так, все готово. Котелок новенький еще. Так что обновляем. Дай бог, чтобы он в этом котелке всегда варилась дичь. Ну и сим-сим. Откройся. Поехали. Накрываем. И скоро у нас будет отличный шурумчик, друзья. Один этап приготовления пищи прошли, осталось совсем немножко. Через часик уже будет готово. За это время я сейчас помогаю Паше чистить рыбу, и все мы это быстренько сделаем, подсолим, уберем. Ну, как обычно, друзья. Выключаемся, пока рекламная пауза. И так у нас что? Идет завершающий этап засолки рыбы.
Рыба вся чистенькая, помытая, кишки убраты, внутри все промыто. И теперь слой за слоем, как обычно. Вот так вот верхний слой хорошо присаливаем, потому что И вот так еще вот взять и прижать немного. внизу будет рассол. По идее, был бы крышечка-то какая-нибудь овальная, еще бы сделать, да, и прижать их под гнет. Вообще бы идеально было. Крышечка-то от ведра есть. Нет, вот в смысле сюда вот, чтобы под гнет вот так раз положить, что-нибудь тяжеленькое. Она и так сейчас рассол даст. Да, мы уже не выжимали, считай. Все готово. Все, у нас, грубо говоря, получилось чищенной рыбы Ну, 15-литровое ведро. Да, и у нас на скоросолку же еще у нас целый это. Да. И вот такая вот у нас, смотрите, ребята, вот столько вот икры у нас получилось с окуней. И ну, печень. это печень я взял с щуки. Щук. Сейчас мы это И целый контейнер у нас малосольный. А, вот. пакет. Вот пакет у нас, да, не контейнер, а пакет. Вот еще сколько. Это, считай, сюда положили, вот как раз, считай, ведро Ведро было. было бы, да. Так что, ведерочку мы сегодня Можешь, сделали. можешь показать, что ты собаке там приготовил. Да. Вот. Вот это у нас собачки. Килограмма 2, наверное, только отходов. Это кишки здесь, жабры, щучьи хвосты там от жаревки. Ну как-то вот так. Готовый, практически готовый продукт. Да. Шулюм у нас варится. Так, половину он у нас закипел. Теперь половина, час уже варится шулюмчик наш. Обалденный запах по всей комнате уже идет. Это надо, жалко, что не передается. Вот так вот. Вот, выкипело где-то уже пол-литра воды выкипело. Ну, пусть сейчас сделаем все дело, довариваем и садимся кушать. Ну что, остается совсем немножко. 1,5 часа проварилась без соли. Выкипело где-то пол-кастрюльки. Теперь мы немного добавили, она закипела опять. И вон буквально где-то чайная ложка соли. Подсаливаем. Никаких приправ. Ни лука, ни чеснока, ни лаврушки. Все. Буквально сейчас еще полчасика, пока мы садимся. И 2 часа вполне достаточно для этих рябцов, чтобы... Сейчас мы сначала прибавляем это все, чтобы закипело. Ну, маком сейчас закипит. Все закипело. И теперь убавляем, получается, ставим на маленький огонь. И через 15-20 минут подаем на стол. Что будет вкусно, это 100%. Ну а у нас уже почти все готово. Свежепросольная рыбка. Хорюзок с щучкой. Потрошка, ну не потрошка даже, а икра. Икра и печенка. Жареный рыбацкий напиток. Вон коми-рыбак с рыбой. Тоже за столом сидит. Коми-рыбак медведь, но это тоже брат коми-рыбака. Все. Скоро будем кушать. Рыбацкий напиток вкусный, просто можно от вкуснотища слюни проглотить, язык проглотить можно. До того. И выпьем за то, чтобы такая вкуснятина была как можно чаще. Да. Чтобы встречи друзей происходили как можно почаще. Чтобы это вот наш шулюмчик, сегодняшняя дичь. И шулюмчик получился просто отменный. Это 100% вкусняшка. Так, мясо обжарили. Плавно переходим к рыбе. Или 8. Славненько, да, Валер? Нормально посидели? Сидит. Сидим грамм капля. Молодцы, ребята. Нормально, да, понравилось? Шулюмчик, рыбка, все это чисто по коми нашим традициям, все свежие, все вкусное. Давай, Молодцы, вы, ребята. на пасашок, Валера? Как